школы номер 31 города Якутска. Выпускник школы – это образованный человек, умеющий самостоятельно добывать знания, осуществлять выбор, планировать свою жизнь в соответствии с целями, принимать решения. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющая право на свободу выбора, самовыражения. Выпускник школы номер 31 умеет самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, стремится продолжить свое образование, готов к самореализации в предметно-практической и коммуникативной деятельности, активен, обладает организаторскими способностями. Выпускник российской школы – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Школа. Под флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия смирно. Почетное право внести государственные флаги предоставляется победителям конкурса «Звездный класс 2022», призерам городского смотра песни и строя, участникам Парада Победы 2023, ученикам 8 Б-класса, Варламовой Ду, Сивцевой Илье, Шедякиной Софье и Павловой Раде.
22 года, педагог дополнительного образования. Иванцев Алексей, выпускник 2015 года, учитель информатики. Детство школьная тройка учиться по дорогам неведомых стран. Покорять даже в шторах не боится, знание новых большой океан. За собой нас ведет сквозь туманы, на вершину пытаясь зайти, ну а рядом всегда капитаны, что помогут не сбиться с пути. Школа — это не только светлые и просторные классы, это нечто большее. Это радость первоклассников, первые ошибки и разочарования, первые победы и успехи, даже первая любовь. Это учителя, родители, одноклассники, это все те, кто принимает участие в формировании личности каждого отдельного ребенка. Дорогие ребята, вы заканчиваете школу, знаковый год для системы образования. Указом президента 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника и в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Приглашаем на сцену директора нашей школы Бубякину Алину Егоровну. Дорогие друзья, добрый день. Очень приятно видеть радостные лица наших выпускников, наших родителей, учителей и, конечно же, уважаемых гостей. Праздник последнего звонка является одним из самых лучших, наших любимых праздников, школьных праздников. Является крайним праздником детства, где мы каждый год встречаемся здесь, в этом прекрасном зале, наших добрых соседей из Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. 2023 год, как уже сказали, указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом педагога и наставника. Сегодня мы выражаем огромную благодарность всем учителям, педагогам, наставникам вашим, которые дали вам не только знания, но и душу и сердце. Мы благодарим сегодня и родителей, которые бок о бок все 11 лет были с нами. Уважаемые выпускники, позади уже 11 лет, и на пороге уже школьной жизни перед вами осталось одно очень важное испытание. Это сдача единого государственного экзамена. И я хочу пожелать вам успешной сдачи экзаменов, поступить в желаемые вузы и СУЗы нашей республики и страны. А самое главное – оставаться в братстве 31-й школы. От 19 мая 2023 года за номером 0108-257 о допуске выпускников 11 классов государственной итоговой аттестации в 2023 году. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 февраля 2023 года за номером 86/194 об особенностях проведения государственной итоговой аттестации об образовательных программ среднего общего образования в 2023 году. И на основании решения Педагогического совета школы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 31 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа город Якутск, протокол номер 4 от 19 мая 2023 года приказываю допустить к итоговой аттестации обучающихся 11 классов, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования, не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение изложения и в полном объеме выполнивших учебный план в составе 11 А класс 27 обучающихся, 11 Б
Якутия Семенову Анатолию Аскалоновичу. Добрый день, уважаемая Нина Егоровна, уважаемые учителя, выпускники, дорогие гости, родители. Мне очень приятно находиться сегодня на этой сцене, потому что 31-я школа для меня не чужая школа. Эту школу закончила моя старшая дочка Аня Семенова. В этом году, кстати, она заканчивает уже магистратуру. Вот где-то 6 лет назад также был последний звонок, также было волнительно. В этой школе учится моя младшая дочка Екатерина во 2 классе. И я помню, как менялась школа, как она становится с каждым годом лучше, как на ее месте добивались пристроя школы. Я очень каждый раз, когда прихожу в школу, радуюсь, как она меняется, как становится лучше. И действительно, у 31-й школы славная история, и вы, сегодняшние выпускники, являетесь также вписывайте свои имена в золотой летопись 31-й школы. Давайте поаплодируем. Частично себя. Я желаю вам, как сказали, успешных. Я не сомневаюсь, что вы хорошо сдадите экзамены. Ну и самое главное, чтобы вы уверенно смотрели в будущее, уверенно шли вперед, потому что жизнь прекрасна, и у вас, я надеюсь, ждут очень хорошие победы, очень хорошие впечатления. Ну и от нашего министерства, от лица Министерства инноваций, я хотел бы сегодня вручить приветственный адрес Анине Егоровне с пожеланием хорошей работы. Слово для приветствия предоставляется главе городского округа города Евгению Николаевичу Григорьеву. Дорогие ребята, родители, педагогический коллектив, Алина Егоровна, приглашенные гости, всех сердечно поздравляю с этим замечательным, незабываемым днем, который является окончанием одного очень важного этапа. Для каждого ребенка воспитывали дома родители, в школе учителя, и началом следующего этапа лучшего в жизни, студенчества, как говорят многие люди. Это раз. Второе. Дети, которые сегодня заканчивают, начинали свой путь в этой школе при Валентине Юрьевне Рыбкиной, предлагаю вспомнить Валентину Юрьевну Рыбкину громкими аплодисментами. Запишите видеообращение, отправьте Валентине Юрьевне, она будет очень рада. Алина Егоровна сегодня продолжает тот курс, который был выбран Валентиной Юрьевной, преемственность и наставничество проявилось в этом. Президентом нашей страны, нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным, этот год объявлен годом педагога и наставника. В связи с этим у нас есть прямые, измеримые цели, к которым мы должны прийти. Главой республики поставлена задача стать 15-м, войти в лучшие 15 вузов, в лучшие 15 регионов по качеству школьного образования. Это очень амбициозная задача, и она во многом зависит от столичного образования, от педагогов, которые сегодня здесь присутствуют, и от детишек, которые учатся, сдают ОГЭ, ЕГЭ и тем самым формируют не только свою личную судьбу, но и поднимают уровень образования в целом. Это раз. Второе, в рамках исполнения поручений главы республики, в рамках поставленных Владимиром Владимировичем Путиным целей в рамках национального проекта образования, в нашем городе проходят активные мероприятия по строительству пристроев и проведению капитального ремонта. Яркий пример этому ваша школа, 31-я школа, нами
проведена работа, был построен пристрой, в прошлом году проведен капитальный ремонт. И детишки, которые закончили в этом году, эту школу они закончили действительно самую большую школу в республике, и в которой были проведены все мероприятия, которые есть в нашей стране. Надеюсь, следующее поколение детей, которые будут обучаться в этой школе, будут также стремиться к высшим показателям в обучении и радовать своих родителей и учителей своими хорошими показателями. Всем, кто сегодня заканчивает и присутствует здесь, я искренне от себя лично желаю показать наилучшие результаты в предстоящих экзаменах ОГЭ и ЕГЭ, поступить в вузы, которые вы для себя вместе с родителями выбрали. Никогда не забывайте школьные годы, ведь друзья, с которыми вы провели 11 лет вместе, как показывает практика, это те люди, с кем вы на протяжении своей жизни будете общаться как с родными людьми. Цените дружбу, которую вам дала школа. Всегда помните, кто вам дал крылья во взрослую жизнь. Помните своих учителей, помните своих преподавателей. Всегда относитесь с уважением и любовью к своим родителям. Они плохого не подскажут. Всех поздравляю, всем добрый путь. Поступайте в вузы, становитесь гордостью республики, ведь через несколько лет вам управлять республикой, городом и двигать всю нашу страну вперед. С праздником, ребята! Слово предоставляется председателю Ельцинской городской думы Семенову Альберту Никандровичу. Дорогие ребята, уважаемые учителя, глубоко уважаемые родители, позвольте мне от имени Якутской городской думы тебя лично поздравить вас с этим замечательным событием, с последним звонком. Сегодня немного грустный день, но он все равно веселый. Вот многие отмечают, что как преобразилась школа. Да, действительно, я тоже немножко причастен к этой школе. Дело в том, что у меня дети учились в ней, я сам рядом жил, и моя учительница долгое время была директором этой школы. Это Чернинова Александра Алексеевна. Она была очень в диалоге, было с ней очень интересно общаться. Вообще был хороший, классный человек. И также я хотел бы отметить Валентину Юрьевну Рыбкину, которая тоже долгое время работала, несла свою лепту в развитие города. В свое время она работала в окружной администрации, начальником молодежной политики. И, конечно же, когда я был депутатом, мы с ним тоже очень часто общались. И вообще с 31-й школой, благодаря в том числе Алине Егоровне, мы держим постоянную связь. Буквально недавно, если вы помните, я проводил уроки по местному самоуправлению, и в этот день я бы хотел вам пожелать, чтобы вы себя нашли в этой жизни. Почему? Потому что сейчас перед вами открываются очень большие возможности. Возможности, в первую очередь, по дальнейшему обучению. Многие из вас поступят в высшие учебные заведения. И, конечно же, сейчас перед вами стоит серьезный выбор. Как вы этот выбор сделаете, от этого будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Сейчас в мире период такой глобализации очень сложный конкурентный рынок труда. Поэтому вам необходимо получить очень хорошие знания, в том числе в средних специальных образовательных учреждениях. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что тот багаж знаний, который вы получили в 31-й школе, он обязательно вам пригодится. Поэтому в этот день особые слова признательности хотелось бы сказать всем учителям, которые вложили частичку своего сердца в обучение детей. И, конечно же, без вашего неустанного труда не было бы и в том числе и медалистов, победителей Олимпиад. Поэтому большое, огромное спасибо вам.
Ну и, выпускники, хотелось бы отдельно обратиться к вам, чтобы вы помнили всегда свою родную школу, чтобы не теряли связь. Очень хорошо, что выпускники школы работают, продолжают работать и в самой школе преподавателями. Ну и сегодня стоит, наверное, сказать, чтобы вы отлично себя проявили, вернулись в свой родной город, где очень хочется жить. Ну и, конечно же, посвятили себя своему родному городу, развитию экономики, развитию нашей республики и страны в целом. Добрый путь! Вклад в развитие системы образования на территории городского округа город Якутск и в связи с окончанием 2022-2023 учебного года почетной грамотой Якутской городской думы с нагрудным знаком признания заслуг награждаются Степанова Елена Николаевна, учитель школы номер 31 города Якутска. и республиканских мероприятиях благодарностью Якутской городской думы награждается Григорьев Александр Ялович, Винокуров Николай Михайлович, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы номер 31 города Якутска. Слово предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета Николаеву Анатолию Николаевичу. Уважаемая Алина Егоровна, уважаемые учителя, выпускники, я очень рад всех вас видеть в стенах нашего университета и поздравляю всех с последним звонком. Моих коллег нету, поэтому, наверное, поздравляю еще и как депутат нашего Тюмена, я депутат по вашему округу, и от имени всех депутатов, от имени руководства нашего парламента желаю всем выпускникам хороших экзаменов, и чтобы вы выбрали свой правильный путь, ближайшие, может быть, и на всю жизнь. Спасибо. Всегда был, есть и является, и будет
хорошим партнером 31-й школы. У нас в стенах 31-й школы, я сам лично тоже проходил педагогическую практику. Моя супруга заканчивала 31-ю школу, и почти мы находимся рядом. И 31-я школа является членом нашего университетского округа, и мы стараемся помочь 31-й школе, чтобы школа была сейчас в тренде, становилась еще лучше и лучше. Конечно, она сейчас очень хорошо преобразилась, и особенно это было заметно, когда в прошлом году делался и капитальный ремонт, и мои сотрудники чуть ли каждый день, как на работу туда ходили и курировали, да, и наши строительные отряды, молодежь, которые старались для того, чтобы все работы были сделаны вовремя. У нас еще работа не закончена, мы еще обещали делать хороший скверик внутри двора и так далее, и стараемся сделаем, в этом году надеемся, что мы это закончим, и школа станет еще прекраснее. Но сегодня мы тут собрались для того, чтобы поздравить наших выпускников школ, для того, чтобы их путь во взрослую жизнь был удачным. Конечно, в ближайшее время для вас будет большой стресс, трудности сдачи экзаменов, но я очень надеюсь на то, что экзамены вы сдадите достаточно хорошо, и от этого будет зависеть, какие вы поступите. Конечно же, я бы очень хотел, многие из вас видели в стенах нашего университета. Университет действительно в неплохом тренде, мы на хорошем счету, является одним из ведущих университетов нашей страны. Университет преобразуется, университет становится лучше и лучше. И, конечно же, университет зависит от хороших студентов. От студентов, которые к нам придут, от студентов, от их удач, от их побед тоже зависит, конечно, успех университета. Желаю всем сдать экзамены, чтобы путь в взрослую жизнь для вас у всех был удачным. Спасибо, всем удачи. Северо-Восточного федерального университета награждается Саблюдаева Сардлана Анатольевна. Учитель русской литературы, за результативную подготовку Северо-Восточного федерального школьников. Вам приветственный адрес. Первый учитель, сердечный и строгий. С вас начинается в школу дорога. Мудрый, веселый, в глазах теплота, в сердце любовь и еще доброта. Первый учитель. Мы часто
учеников, чтобы из маленьких девчонок и мальчишек они выросли в успешных, счастливых людей. Первый учитель, наставник и друг. Он мастер, творец, философ, мудрец, фокусник, психолог, собеседник и, наконец, это искра, от которой возгорается пламя детских сердец. Именно первые учителя открывают ученикам огромный, увлекательный мир знаний, учат любить Родину, верить в свои силы. Это огромная ответственность перед обществом, государством и, прежде всего, учеником. Дорогие ребята, поздравляю вас с последним звонком. Вы стали взрослыми, самостоятельными и такими красивыми. Мы помним вас маленькими и взволнованными, когда вы пришли в первый класс. Помним ваши первые успехи и первые отметки. А сейчас, сегодня, вы прощаетесь со школой и начинаете новую взрослую жизнь. Мы желаем вам здоровья, счастья, найти свое призвание, хорошую работу, построить крепкую семью, любить всем сердцем и радостно мечтать. Не забывайте нашу родную школу. Мы всегда будем рады вам. Поздравляю уже больших, взрослых, самостоятельных юношей и девушек с последним звонком. Сегодня вы покидаете чудесную страну под прекрасным названием детства и вступаете в долгую дорогу во взрослую жизнь. Было много пройдено, вы много узнали, многому научились, но впереди вас ждут новые победы, новые трудности, будут у вас и слезы радости, и слезы отчаяния, но в любой трудной ситуации всегда можно найти выход. И мы вам говорим, вступайте во взрослую жизнь и идите по этой дороге, ни секунды не сомневайтесь. Я присоединяюсь ко всем высказанным словам. Сейчас, на данный момент, я хотела бы пожелать вам ни пуха, ни пера на экзамене. Дорогие наши выпускники, добрый день. Всех я сегодня поздравляю с окончанием нашей школы, нашей любимой школы. Вы в стенах школы были 11 лет. Как мои коллеги сказали, вы были такие маленькие, вы такие были смешные,
Вы только впервые познавали в школе, что такое перемена, что такое урок, что такое учитель, что такое дисциплина, что такое читать, что такое писать и так далее. А сейчас вы взрослые люди. И ваш путь, конечно, в будущем надо так строить, чтобы, как говорит Островский, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. И так как я сейчас очень волнуюсь, сколько лет, но все равно я волнуюсь. И какое-то количество учащихся, которые вот сейчас сидят в зале, это мои дети, мои выпускники. Это дети, которые пели, это дети, которые плясали, это дети, которые участвовали во всех проектах, во всех олимпиадах. И так было легко с вами, ребятки мои, работать. И мы в 2015 году еще с детьми съездили. На всех конкурсах мы занимали только почетные места. И мы ездили в Турцию на молодежный фестиваль. И там мы заняли гран-при. Это было самым высшим показателем того, что вы, мои ребята, были очень хорошие, творческие. И сейчас разрешите мне прочитать, все-таки прочитать напутственные слова для вас. И наступил, пожалуй, один из самых важных дней вашей жизни. Сколько тропинок истоптано вокруг нашей любимой школы. Так ведь, ребята? И столько дорог откроется для вас в будущем. И мы, учителя начальных классов, которые вот сейчас мы стоим, мы вам желаем успешной, очень успешной сдачи экзамена. Вы сегодня послушали, да, какое место, на каком месте мы должны быть. Все-таки это престиж школы. Я это очень хорошо поддерживаю. И чтобы сдать и после сделать, как сказали, правильный выбор и встать на ту дорогу, которая помогает вам освоить любимую специальность, профессию. И ведь это будет итогом вашей жизни. Стремитесь, дерзайте, идите только вперед и никогда не забывайте назад. Спасибо вам большое. Thank you.
помощник образования Республики Саха-Якутия, учитель учителей Республики Саха-Якутия Бувякина Ирина Дмитриевна. Первый класс пришли поздравить старшеклассников своих. Теперь вас дел много важных и забот совсем других. А помните, как вы сами были первоклашками, друзья? Со всеми быстро подружились и стали как одна семья. А в сентябре совсем недавно вели загрузку в школу нас. С линейки первой повышали, уверенно, наш первый класс. Все было очень непривычно и много разной суеты. Не отставая, не сбиваясь, шагали бодро в школу мы. Мгновение это не забудем, ведь тоже помните о том, как кто-то вел когда-то в школу вас в своем классе выпускном. Гордились вами и стремились на вас похожими стать. И вот пришли сюда сегодня, вас тоже дружно
и танцевальный ансамбль «Тускут», руководитель Павлова Светлана Григорьевна. Сегодня, в этот торжественный день, мы хотим отметить тех ребят, кто славится учебными достижениями, тех, кто углубляется в тайны наук и исследований, тех, кто завоевывает призы и медали на спортивных аренах, выпускники с активной жизненной позицией, творческие и целеустремленные. Мы начинаем торжественную церемонию вручения номинации «Выпускник 2023», посвященную году педагога и наставника в Российской Федерации. Номинация «Учись и познавай». Атмосфера учебной деятельности, рождающая желание работать и испытывая удовольствие от пробы собственных сил, от собственного произведения, все это поддерживает и развивает ученический потенциал, вызывает стремление ребят учиться и познавать. В данной номинации представлены отличники и хорошисты учебы, победители и призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций. Для вручения номинации «Учись и познавай» на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Саргадаева Светлана Анатольевна. Дорогие наши выпускники, уважаемые учителя, коллеги, родители, от всей души хочу поздравить вас с этим волнительным и очень замечательным днем последнего звонка. Дорогие наши ребята, перед вами, с сегодняшнего дня можно считать, что начинается у вас взрослая жизнь. И перед вами множество разных дорог, множество возможностей. И очень важно сделать свой собственный выбор, от которого будет зависеть ваше будущее. И в этом пути я хочу пожелать вам только самого лучшего, чтобы вы никогда не унывали, всегда двигались вперед, несмотря ни на что. Будьте созидателями, будьте творцами своей жизни. Пусть этот мир, благодаря вам, станет еще лучше, надежнее и осмысленнее. В добрый путь, дорогие наши! Вы готовились, можно сказать, к самому завершающему этапу школьной жизни, это государственная итоговая аттестация. Но я хочу, чтобы вы показали на этих испытаниях свой самый лучший результат. Не путайте. Разрешите приступить к награждению. Приглашаем на сцену номинантов-победителей. Григорьев Александр, Исмагилов Самат, Петрухов Николай, Якшеева Надежда, Фоменко Николай, Винокуров Тимофей, Ирина Дарья, Кымов Максим, Егорова Мария, Вашова Анастасия, Михайлова Светлана, Винокуров Николай, Винокуров Арсений, Константинова Кира, Комарева Юлия, Потапова Виктория, Маркова Анна, Алексеев Максим, Вычуржанин Евгений, Шакрита Лидия, Шкулева Полина, Павлов Дархан.
вдохновлять, развивать. 2023 год. Указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. В России насчитывается 2 миллиона педагогических работников. Вместе с ними еще сотни тысяч человек, которые занимаются наставничеством в местных образовательных организациях. Правительство принимает меры по их поддержке и развитию. Основными мероприятиями года педагога и наставника стали Всероссийский форум молодых учителей, педагог, профессия, призвание, искусство, Всероссийский педагогический диктант, цикл всероссийских открытых уроков, конкурс наставников и форум «Учитель. Будущее России». Педагогика – первое и высшее из искусств, потому что она стремится к выражению совершенства мировоззрения, не в нраве, а в самой природе человека, говорил Константин Шиловский. Педагог, учитель, куратор, ведущий за собой. Как много синонимов у слова «наставник». В жизни ребенка он играет одну из важных ролей. Его роль – бесценный вклад, его мысли – фундамент, на котором постепенно создается новая личность. Он помогает поверить в себя, сформировать маленький человек с самого рождения стремится к большим звездам. И наставник поможет ухватиться за самую яркую мечту и никогда ее не отпускать. Только вместе мы способны на великие дела. Для вручения специальной номинации педагогов-наставников на сцену приглашается выпускница 11 Б класса, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, победитель муниципального творческого этапа соревнований по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы». Якшеева Надежда. Здравствуйте, дорогие и уважаемые наши учителя. 11 лет назад мы приступили порог нашей родной 31-й школы, наивными и несмышленными. Нас встретили вы. Сейчас мы в конце нашего долгого и увлекательного пути. Именно вы помогли сделать нам первые шаги в мир знаний. Ваша профессия самая важная в мире, но в то же время очень тяжелая. Быть учителем – да. На ваших плечах лежит серьезная ответственность воспитать будущее, которое изменит наш мир. Самая главная радость для учителя – это благодарность учеников. Мы всегда будем помнить наших наставников, которые, не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво воспитывали нас в сильных личностей. Каждый из нас, благодаря вашей работе, приобрел свои ориентиры в жизни. Взрослее мы сами выбираем свой путь, но в каждом из нас остаются истины, заложенные нашими дорогими наставниками. Пройдут годы, но все равно мы с большим теплом будем вспоминать о наших дорогих наставниках. Огромное человеческое спасибо вам за ваш нелегкий труд, душевность, заботу, мудрость и знания. Спасибо за веру в нас, спасибо за ваш огромный вклад в наши жизни. Приглашаем на сцену номинантов-победителей, педагога дополнительного образования Гуляеву Елизавету Петровну. Учителя математики Дягилеву Изабеллу Иннокентьевну. Учителя русского языка и литературы Корпину Матвею Егоровну. Учителя физики Парфенову Татьяну Викторовну. Каюганова Михаила Михайловича. Учителя истории и сознания Жирокову Матрёну Николаевну. Учителя русского языка и литературы Степанову Елену Николаевну.
класса. Как у нас не привела дорога, и как бы ни петляли мы по ней, мы вспомним вас не раз, родных и строгих, учивших нас душой учителей. И не хватит слов, чтобы вам сказать спасибо под перезвон последнего звонка. У сына в классе замерла красиво, подняв указку в воздухе рука. Мы сегодня говорим спасибо, чуточку волнуюсь любя, за потраченные нервы и недосыпы. Всем вам от души учителя. В классном окружении все, чем вы богаты. Вы дали нам и мудрость, и тепло. И знаете, нашим ребятам в нашей школе с учителями очень повезло. Давайте же еще раз подарим бурные аплодисменты нашему 11 классу. На празднике последнего звонка уже стало доброй традицией вручать специальные номинации. В рамках проекта «Нам-25» наши выпускники-юбиляры 1998 года вручают первую специальную номинацию. Приглашаем на сцену Анисимову Айталину Николаевну, руководителя отдела бюджетной политики Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Поздравляю всех выпускников с таким важным событием в вашей жизни, это окончание школы. И позвольте от выпускников 1998 года поздравить специальной номинацией Петухова Николая. Российского движения школьников.
Поаплодируйте членам общественной организации Совет отцов города Якутска. Дорогие выпускники, учителя, уважаемые и родители, от имени Совета отцов города Якутска всех поздравляю с днем последнего звонка. И от имени Года труда благодарственное письмо от имени заместителя министра труда и социального развития Афанасия Васильевича Постникова вручается, благодарственное письмо вручается за активное участие в городских и республиканских конкурсах, а вот тогда, желая успешно сдать единые государственные экзамены, пусть новый путь станет для вас успешным. Совета отцов города Якутска вручается именная стипендия трехкратному победителю соревнования Агурага города Якутска и трехкратному призеру финала республиканского соревнования Агурага Арсению Александровичу Винокурову. «Северное сияние». Руководитель Пащенко Татьяна Захаровна.
И в итоге побеждать, что закладывает фундамент в уверенности в себе. В номинации представлены выпускники, активно участвующие в спортивной жизни школы, города своего родного края, добившиеся высоких достижений и наград. Приглашаю на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Савину Луизу Васильевну. Добрый день, уважаемые выпускники, уважаемые учителя и родители. Примите искренние поздравления с самым незабываемым школьным праздником, последним звонком к прощанию со школой. Мы надеемся, через всю жизнь вы пронесете благодарность своим учителям и родителям, которые на протяжении всей школьных лет поддерживали, были рядом с вами, заботились о вас, вкладывали свои душевные силы, передавали свой опыт и знания. Сегодня, ребята, они смотрят на вас с большой надеждой и верой, что вы раскроете весь свой потенциал и добьетесь больших высот в жизни. Дорогие ребята, желаю вам незабываемого праздника. Пусть этот праздник будет добрым напутствием во взрослую жизнь. А я хочу пригласить номинантов, детей, которые любят быть в движении, которые стремятся быть сильными, смелыми, любят побеждать и достигать своих целей. В номинации «Достигай и побеждай» представлены Федоров Иван, и побеждай! Мы поздравляем победителей номинации «Достигай и познавай». Мы верим, что в скором будущем вы достойно представите нашу страну на спортивных аренах мира. Для вручения золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на сцену приглашается учитель физической культуры Поэтанов Михаил Николаевич. Уважаемые гости, родители, сегодня вручаем золотой знак ГТО. Эпидемия этого знака такова, что в спортивном сооружении 50% скидка, любые спортивные мероприятия тоже скидка идет. И самое большое, это когда у вас поступает в учебное заведение, смотря какое учебное заведение, до 10 баллов прибавляется общим экспериментом. На сцену приглашается Алексеев Максим. Горбунова Алена.
номинации педагогом-наставником на сцену приглашается выпускница 11 В класса, призер муниципального конкурса «Парад литературных героев», победитель городского конкурса буктрееров, творческого человека Горбунову Алену. Дорогие наши учителя, как быстро и незаметно летит время, и вот уже звучит последний звонок. Разрешите сегодня от имени выпускников 2023 года поблагодарить вас за ваше наставление, ценные знания и за наши достижения. Пусть ваши ученики всегда отвечают вам благодарностью. Сегодня мы говорим вам спасибо и позвольте начать церемонию награждения. Приглашаем на сцену номинантов-победителей. Учитель русского языка и литературы Васильева и
потенциала. Творческие люди открыли человечеству дорогу в космос, подарили картины, музыку и кино. В данной номинации представлены творческие выпускники, наполненными идеями, оригинальными и неординарными решениями. Творчество – смысл их жизни, движущая сила и энергия, вдохновляющая на раскрытие талантов. Для вручения номинаций «Создавай и вдохновляй» приглашаем на сцену руководителя структурного подразделения отделения внеурочной деятельности и дополнительного образования Васильеву и Дорогие друзья, сегодня для всех сидящих в этом прекрасном зале очень волнительный день. Сегодня праздник прощания с детством. Сегодня праздник первых шагов во взрослую самостоятельную жизнь. Сегодня праздник последнего звонка. Дорогие наши выпускники, вот совсем немного времени пройдет, еще чуть-чуть, и наступит для вас выпускной бал. День, когда действительно вы приоткроете дверь во взрослую самостоятельную жизнь. И этот день мне бы хотелось вам сказать, что в этот день, когда вы вступите в новую взрослую жизнь, и вы сделаете свой первый шаг. И я хочу пожелать вам всем, чтобы этот шаг был удачным, потому что от него будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Дорогие друзья, я сегодня поздравляю тех ребят, которые представлены в номинации «Создавай и вдохновляй». Ведь самое главное в жизни человека – это создавать. Каждый из вас будет создавать себя, свою семью, свои проекты, свою жизнь. И каждый из вас будет вдохновлять других, будет вдохновляться от других. И самое главное, чтобы вот эти два глагола «создавай» и «вдохновляй» были с вами на всю жизнь, были вашими верными спутниками. В добрый путь! На сцену приглашаются Трофимов Данил, Новиков Иван, Михайлов Константин, Максимов Олег, Ванюшкин Дионис, Горбунова Алена, Босикова Кристина, Мелескин Артем. Перед вами победители номинации «Создавай и вдохновляй». Для вручения специальной номинации от Ассоциации выпускников родителей на сцену приглашается выпускница 2000 года, директор салона красоты «Лакнау» Авраменко Галина Евгеньевна. Всем добрый день. Разрешите поздравить с этим замечательным праздником «Последний звонок». Это действительно одновременно и грустный, очень веселый праздник. И я, как выпускник 31-й школы, тоже сижу немножко глаза на мокром месте, потому что я и сама заканчивала эту школу, прихожу спустя годы, вижу здесь родных учителей. У меня мой сын заканчивает
эту школу, и в 2019 году я также стояла на этой сцене и поздравляла с такой же номинацией. И сейчас, спустя годы, мне очень приятно, что меня снова пригласили, что не забывают. Разрешите вручить номинацию от Ассоциации выпускников родителей Суханову Андрею. Суханов Андрей, выпускник 11-го класса, бессменный командир класса, взрослый разряд по полевой стрельбе, победитель соревнований по полевой стрельбе, прикрепитель городского конкурса «Платинов». Встречайте, танцевальный ансамбль «Тускун», руководитель Павлова Светлана Григорьевна. публикацию выпускников 11 классов. Спасибо учителям СОЖ-31 ЯГТ.
где ребята могли рассказать о своем наставнике, учителе. Для подведения итогов конкурса слово предоставляется Васильеву Антонову, руководителю творческого объединения «Аяр Первого КСХ», и Галине Коротовой, председателю молодежного совета Октябрьского округа. Всем добрый день, дорогие друзья, дорогие наши выпускники, дорогие наши родители, конечно, дорогие наши учителя. От всего сердца хотелось бы поздравить вас с этим знаменательным днем, последним звонком. И, наверное, будет правильно в первую очередь подарить аплодисменты учителям, чей труд. Давайте подарим аплодисменты им. Большой вклад в развитие каждого из вас. Дорогие выпускники, сейчас вы находитесь перед важным этапом своей жизни. После сдачи единого государственного экзамена вы будете определять для себя свою дальнейшую жизнь. Кто-то пойдет в ВУЗ, кто-то пойдет в СВО, кто-то выберет сразу начать работать на себя, либо в какой-либо организации. Но вне зависимости от вашего выбора, я желаю вам реализовать себя. От вашей самореализации зависит то, как далее будет развиваться наше общество, будет развиваться наш город, наша республика. И самое главное, что я бы хотел вам пожелать, это, конечно, саморазвитие. Родителям я бы хотел пожелать здоровья, терпения и отметить то, что именно благодаря вам сегодня эти прекрасные молодые ребята находятся в этом зале и готовятся к сдаче единого государственного экзамена. Ну и, конечно, дорогие наши учителя, те люди, в действительности, которые делают нас лучше, вкладывают в нас знания, умения, навыки и делают из нас конкурентоспособных людей, которые будут реализовывать себя. Слово передаю своей коллеге. Последний звонок – это начало нового пути. Дорогие выпускники, хочу вам пожелать на предстоящих экзаменах ни пуха, ни пера. Выбрать профессию по душе, никогда не забывать родную школу, своих любимых учителей, быть успешными, счастливыми и востребованными. На сегодня, наверное, сцену лучше не только поздравить, но в том числе и отметить победителя конкурса. Скажу перед этим, что 31-я школа для меня тоже не чужая. Ее окончили моя старшая сестра, все мои племянники. Но у меня как-то по жизни повелось, что я пошел не 31-ю, а 1-ю. Тем не менее, со всей любовью относюсь к этой школе, которая находится в одном районе. Ну и победителя хотели бы объявить. Это Лейла Полуэйтова. Выбор будущей профессии, реализация своих способностей и профессиональной деятельности, достижение высокого уровня мастерства и поиск своего места в жизни через профессиональную плоскость затрагивают каждого человека. Правильный выбор позволяет человеку полностью реализоваться в жизни, быть полезным обществу и государству, способствовать процветанию города и страны. В данной номинации представлены выпускники, выбравшие свою профессиональную траекторию развития еще до окончания школы. Приглашаем на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Свинь Ирину Сергеевну. Я горячо приветствую всех собравшихся в этом зале. Дорогие выпускники, сегодня многие с этой сцены желали вам сделать правильный выбор. Вы действительно стоите сейчас на переломном этапе своей жизни и задаетесь вопросом, а как сделать так, чтобы этот выбор был правильным? Конечно, можно изучить науку, можно начать какое-то дело, и будет казаться, что оно успешное, но если вы действовали не по своему призванию, обязательно наступит момент, к сожалению, наступит момент, когда вы почувствуете, что ваше дело перестало вам доставлять удовольствие. Вы сейчас подошли к серьезному этапу, я повторюсь.
Конечно же, прислушивайтесь ко всем советам, но действуйте, прежде всего, руководствуясь своим сердцем. И сейчас я с удовольствием приглашу на эту сцену ребят, которые прислушались к своему сердцу. И я надеюсь, они уже сделали успешный выбор. Найди призвание. Приглашаем на сцену номинантов Троева Самая, Романенко Егор, Дубович Ильдар, Пахомова Камила, Васильева Анастасия, Сафронов Эдуард, Верхевская Валерия, Каюская Екатерина, Гаврилева Юлия. Васильев Александр. Перед вами победитель в номинации «Найди призвание». Для вручения специальной номинации от сообщества выпускников-педагогов на сцену приглашается выпускница 2002 года, учитель русского языка и литературы школы номер 31 Пелеван Екатерина Вячеславовна. День, замечательные наши выпускники, дорогие родители, учителя, все гости. Сегодня мы отдаем кусочек сердца вам, поселяем вас в наших замечательных уголках в Питере. Надеюсь, что вы будете нас посещать, напоминать о себе, своими успехами. Сегодня мне доставили честь озвучить специальную номинацию от сообщества выпускников-педагогов. И это прекрасный человек, которого я очень люблю. Зовут этого человека Васильева Саина. Васильева Саина, выпускница педагогического класса, победитель предприсённого системы конкурса активистского общественного объединения «Алые паруса», член школы медиаскрытых сберкадр, вожатый коммунистического отряда «Штурмана детства». Для вручения специальной номинации педагогам-наставникам на сцену приглашается выпускник 11 Г класса, призер республиканского чемпионата по оказанию первой помощи, призер республиканского биологического турнира Мычукжанин Евгений. Дорогие друзья, что ж, вот и подошла к концу эта эпопея. Да, хоть это лишь начало нашего пути, нам еще предстоит множество испытаний, но это был по совместительству самый важный пройденный нами промежуток. И поэтому мы хотели бы сказать спасибо вам, нашим учителям. Да, именно учителям. Ведь для нас всех, я уверен, вы не просто учителя-предметники, дающие нам знания по какой-либо определенной дисциплине. Вы еще и наши наставники, отдающие нам частичку себя и своей мудрости. Как говорил классик, учитель прикасается к вечности, ведь никто не может сказать, где кончается его влияние. А потому мы поздравляем вас, наши дорогие учители, с этим потрясающим, радостным, но одновременно с этим грустным днем. Ведь как для нас, так и для вас этот день является единственным, неповторимым, особенным. Спасибо вам за все, за воспитание, за знания, за труд. Приглашаем Максима номинатора
Учитель английского языка Алексеева Мария Дмитриевна. Учитель французского языка Абросимова Надежда Валентиновна. Учитель английского языка Саргадаева Сардана Анатольевна. Учитель английского языка Короткова Анна Александровна. Учитель французского языка Максимова Алена Николаевна. Учитель информатики Николаева Варвара Ивановна. Учитель математики Аргумова Анна Алексеевна. Учитель биологии Байшева Люция Дмитриевна. Учитель биологии Петрова Жаргалина Бадмаевна. Давайте же подарим нашим учителям бурные аплодисменты. Вас поздравляет педагогический 11D класс.
познавали себя, обрели много друзей, познавали все тонкости педагогики и усердно трудились во благо нашей родной школы. Что еще раз? Да погоди. Я что-то пытаюсь вспомнить какие-то забавы, кому-то не понравилось. Вот и подошла к концу наша финальная серия нашей школьной жизни. Всем пока! Пока! Аплодисменты 11 классу! Быть активистом – это яркая человеческая индивидуальность, способность проявлять инициативу, брать на себя ответственность, показывать образцы деятельности. В данной номинации представлены выпускники, которые имеют активную жизненную позицию, обладающие наибольшим авторитетом и признанием, способные по-новому взглянуть на насущные проблемы, сформировать коллектив и вести его к намеченным целям. Для вручения номинации приглашается заместитель директора по воспитательной работе Кулагина Людмила Александровна. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые учителя, дорогие родители. Еще один жизненный этап у вас завершается. Я желаю вам, чтобы вас впереди ждет большая широкая дорога. Я желаю, пусть все цели будут достигнуты. Ну а сегодня в этой номинации время действовать представлены, я думаю, те ребята, на которых можно было бы положиться. Ответственное дело поручить, они выполнят достойно на все 100%. Это инициативные, активные, креативные ребята. Разрешите их наградить. В номинации «Время действовать» представлены Полуэктова Лейла, Никулин Антон, Рожна Айсена, Исакова Виктория, Шапина Юлиана, Родникова Дарина, Вандрова Анастасия, Суханов Андрей, Платонова Виталина, Васильева Сарина, Корнилов Майдан, Борисов Владлен, Константинова Ирина, Савинова Динара, Третьякова Наталья, Иванов Григорий.
И я очень хочу, пользуясь моментом, пожелать им удачи, пожелать, это очень нелегкий труд врачам. И я хочу, чтобы они пополнили нашу элиту выпускников-медиков. И сегодня я с удовольствием передаю специальную номинацию от Ассоциации выпускников-медиков Клияненко Кириллу. Клияненко Кирилл, выпускник медицинского класса, победитель регионального призер российского уровня школьной лиги спортивной лиги. Вас поздравляет коллектив 11-го медицинского Г-класса. Последний звонок. Вскоре предстоит экзамен. Это неизменный этап на пути к нашему будущему. И мы не сомневаемся в том, что мы его с легкостью преодолеем. Но какой бы путь вы ни выбрали, сегодняшний праздник ознаменует для нас новую ступень в освоении новых знаний. И вы всегда можете рассчитывать на поддержку своих друзей и родителей. Примите наши искренние поздравления! Мы еще раз подарим бурные аплодисменты 11-му Г-классу. Добрыми делами славен человек. Сделать выполнение добрых дел доброй привычкой. Увлечь этой идеей всех
Для вручения номинации на сцену приглашается советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Романова Вероника Евгеньевна. Дорогие уважаемые родители и учителя, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, удачи, успехов и, конечно же, делать добрые дела. Благотворительность всегда была и остается частью общества. Основная цель – это безвозмездная помощь нуждающимся. Здесь речь идет не только о поддержке обездоленных, но и о развитии культуры, науки, образования, защите окружающей среды и других полезных общественных работ. И мы верим и знаем, что вы, наши дорогие выпускники, станете теми, кто будет делать эти добрые дела. Мы не можем делать великих дел, только маленькие, с большой любовью. Разрешите приступить к награждению. В номинации «Благотвори» представлены Сальхова Саина, Тимофеева Галина, Разыкова Ангелина, Алинкин Джоустан, Мадананова Вероника, Егорова Мария, Рожина Милена, Филатов Александр, Егоров Герасим, Ильянов Леонид, Иванов Юрий, Дол Алина, Захарова Марина, Андреева Валерия, Багула Ксения, Слепцова Милана, Егорова Елизавета, Анисимова Эльвира, Савинова Анна, Егоров Геннадий, Амуков Маркел, Сафронов Василий. Для вручения следующей специальной номинации от выпуска 1988 года приглашается Егорова Айсена Валерьевна, главная медицинская сестра медицинского центра города Якутска. Уважаемые учителя, дорогие выпускники и их родители, добрый день. Добрый день, действительно добрый сегодня день, потому что наши дети начинают взрослую жизнь. Хочется пожелать им большой, широкой, светлой, яркой дороги жизни, чтобы они никогда не сдавались, не унывали, а всегда гордо шли по дороге жизни. Счастливый путь, уважаемые выпускники! Специальная номинация вручается
от первых выпускников 1988 года Синобоеву Алексею. Синобоев Алексей, выпускник 11-го технологического класса, музыкант, бас-гитарист музыкальной группы «Макинтош». Вас поздравляет коллектив 11-го технологического Б-класса. Эй, когда у вас последний урок? Сегодня 11 класс. А что вы готовили? Сегодня узнаем. Это кто? А кто спрашивает? Я? Староста 11-го, но не могу только себе. В 11 Б все замечательные. Расскажи про 11 Б. Окей, пошли. Вперед! Это наш дом, мы живем не все вместе. Тут есть ловиты, руки просто описать. Подружный класс, он просто супер класс. Так много звезд, им надо каждый день блистать. Вот, построили слово здесь закон. Вот, нашла на классивный словно сон. Вот, и уникально где-то здесь живет. Но лучше поверку обо всем идет. Наш класс 11 Б. Из 31-й могу сложно веселей. Моя семья — это чудес волшебный фестиваль. Из 31-й могу сложно. Это жаркие. Вот они классные. Это наш твист, и влияет на школы. Подведут за ним Сашу и Гам. Вот их прогулы. У них стоит УП, но на самом деле нет. Ой, наши девчонки красавицы, они. Ой, за весь класс дадут они талон. Вот, на всех они накроют нам наш стол. Удивлены, а их представьте шоу. Вот наш класс 11 Б. Из 31-й могу сложно веселей. Моя семья — это чудес волшебный фестиваль. Из 31-й могу сложно. Любили все семейство 11 Б. И тоже ушли семейство 11 Б. И стал наш класс сильнее, лучше умней, а также веселей. А и класс теперь мамуля 11 Б. Всегда в школе помощь окажем, снег расчистим, рассаду посадим, школу сияет и процветает, руки идут во благо, знания лопляют, пусть каждое поколение лучше нас станет. Наши птички очень дружные ребята, но все ребята подружки смешны. Также ребята, один такой силач, второй без чар. Всех красотой нас сводит с ума, идеально собрана. Она не так сильно, добрый, красив и умный. Живет наш класс 11 Б. Большое семейство 11 Б. Моя семья — это чудес волшебный фестиваль. Такой наш класс 11 Б. Дорогие учителя, сегодня мы, уже будучи выпускниками, хотим поблагодарить вас за ваш огромный труд и проделанный труд. Именно вы научили нас упорству, стойкости и сосредоточенности. За все годы учебы бывало вы не слышали и не понимали друг друга. Но несмотря на это вы оставались на нашей стороне. Вы доверяли нам, а мы верили вам. Сейчас начинается новый этап нашей
нашей жизни новые люди, новый опыт. Но вас мы никогда не забудем. Как только мы переступили порог школы, вы встретили нас с теплой улыбкой и по сей день помогали нам взбираться по нашей лестнице в школьной жизни. Начиная с лунных ночей под ямками и заканчивая выучиванием билетов сессий, каждый раз мы убеждали, что это все не зря. Очень легко прощаться с тем, что стало таким дорогим. Но вот прозвенел последний звонок, а школа навсегда останется гореть теплым воспоминанием в наших сердцах. Спасибо тебе, школа. Я буду скучать. Для вручения номинации приглашаем на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Сергеенко Игорь Анатольевич. Добрый день, уважаемые выпускники, учителя, родители. Разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником последнего звонка. На самом деле, ребята, вот я здесь когда вот сидел, смотрел и понял одну вещь. На самом деле вы уже сделали один большой шаг. На самом деле вы все выпускники, которые вы здесь находитесь, вы все попали в приказ о допуске к экзамену. На самом деле это говорит о многом. О том, что вы не просто так, скажем так, находились в нашей школе, а действительно учились и получали знания. С чем я вас поздравляю, ребята, конечно. Сегодня выпала честь вручить номинацию киберспортсменом года. Вы, наверное, все знаете, действительно, наша школа является в республике, наверное, самой киберспортивной, действительно, на протяжении многих лет. Наши ребята, ну здесь не только наши ребята, конечно же, я хотел бы отметить еще нашего учителя информатики Николая Ивановича. Собственно, можно сказать, сама начала и сама двигает всю эту киберспортивную тему, и мы вышли действительно уже на российский уровень. Мы
Иванов Айсен, Семенов Денис, Винокурова Кристина, Николаев Максим, Ильяненко Кирилл, Иванов Сергей, Слепцов Спартак. Ваши бурные аплодисменты победителям номинации «Фильм спортсмен года». Вот уже 11-й год в нашей школе растет и развивается педагогический отряд «Штурманы детства». Это отряд, в котором сливаются воедино детство и радость, смех и веселье, дружба и богатство. Вожатый – это состояние души яркого человека. Для вручения специальной номинации мы приглашаем на сцену старшего воспитателя детского загородного стационарного оздоровительного лагеря Баладрашвили, учителя информатики школы 31 Фурцева Алексея Германовича. Ну что, добрый день еще раз, выпускники. Наконец-то этот день настал. На самом деле, с одной стороны, очень грустно, с другой стороны, очень радостно. Да? На самом деле, очень символично, что именно в этот год выпускается очень много вожатых выпускников, так скажем, да? Так как этот год у нас, 2023, является годом педагога и наставника. И я хочу сказать каждому выпускнику, пожелать вам удачи. И самое главное, конечно же, цените время. Время, она беспощадна. Как моргнете, так вы будете уже студентами, моргнете еще раз, а уже оканчиваете высшее образовательное учреждение. Да? Так что, ребята, цените то, что кто сидит рядом, обнимите его. Все-таки это последний звонок, возможно, таким составом получится разобраться, да, но, возможно, не получится, так что кто знает, да. Ну и давайте не о грустном, все-таки у меня специальная номинация педагогического отряда «Штурманы детства». Ну, хочу еще раз сказать и пожелать слова из моей любимой песни, то, что, ребята, жизнь пишите вы сами. Какова будет жизнь, зависит только от вас. И только вы сценаристы, и вы режиссеры, да, правильно. Ну что, давайте сейчас я хочу позвать на эту сцену Фоменко Николай, Никулин Антон, и Галинов Байка. Вожатый педагогического отряда «Штурманы детства» Никулин Антон, Фоменко Николай и Галинов Байка. Для вручения специальных номинаций слово предоставляется педагогу-организатору
Итак, номинации лидер детских общественных объединений представлены Мелешкин Артем, Исакова Виктория, Рожкова Айсена, Сальмова Динара, Третьякова Наталья, Фоменко Николай, Петухов Николай, Никулин Антон, Полорикова Лейла, Карминов Война, Васильева Саина, Константинова Ирина, Борисов Владлен. Перед вами победители номинации лидер детских общественных объединений. Провожаем бурными аплодисментами. Следующая номинация «Медийщик года». Награждается Мелешкин Артем, Васильева Саина, Петухов Николай, Фоменко Николай, Полуэнкова Лейла, перед вами победитель номинации «Медийщик года». номинации «Эко-активист». Награждается Бродникова Дарина, Борисов Владлен, Петухов Николай, Исакова Виктория, Шадрина Юрия, Гаврилова Юлия, Ну а перед тем, как отпустить дорогих ребят в добрый путь, я бы хотела прочитать отрывок из стихотворения Роберта Рождественского, и путь для всех ребят это будет вашим жизненным кредо. Если вы есть, будьте первыми, кем бы вы ни были, из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Первыми будьте не только пенными, как моря, лучше второго художника, первые моря. Спросят вас, Рабела, а кто же тогда останется, если все пойдут первыми, кто же пойдет замыкающим? А вы трусливых не слушайте, вы их сдуйте, как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Будьте первыми, ребята, в добрый путь. Для вручения специальной номинации штаба воспитательной работы школы номер 31 на сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Кулагина Людмила Александровна. И снова здравствуйте. Какой же штаб воспитательной работы без первых помощников? И сегодня мы присуждаем две специальные номинации. Итак, специальная номинация штаба воспитательной работы средней школы номер 31 вручается Мелешкину Артему. Мелешкин Артем, активист детского общественного объединения «Алый Красав», победитель призового национального оригинального табового слезы, компетенция ювелирной и костолесное дело. Гран-при молодежного фестиваля творчества «Путь звездам». Спасибо, Алексей. Браво, рука Сергея Васильевича. Диджей нашей школы. Аплодисменты. Ну и второй пункт я вручаю наставнику младших. Тот, который умеет вести за собой. Он всегда с ними будет
много-много лет назад. Первые 6 пар стали, вы нам нужны. Время шло, мы набирались опыта, и сейчас мы можем назвать себя достойными выпускниками 31-й школы. Мы занимаемся проведением организации школьных мероприятий, защищаем честь родной школы на муниципальном, региональном и всероссийских уровнях и вносим свой вклад в духовно-нравственное воспитание младшего поколения. Новый день поднимает паруса, идет любовь на позоря.
для нас на протяжении всей нашей школьной жизни. 31-е навсегда останется в наших сердцах. 31-е всегда первое! Для вручения специальной номинации педагогам-наставникам на сцену приглашается выпускница 11 Д класса, хорошист учебы, победитель и призер муниципального регионального этапа чемпионата World Skills Вертецкая Валерия. Дорогие классные руководители, на протяжении всей школьной жизни, когда мы только переступили порог школы, вы преподавали нам уроки жизни и направляли на нужный путь. Закончилась наша учеба, но в жизни будет еще много разных уроков и приключений. Мы хотим вам сказать, что знания, которые вы нам дали, бесценны. Мы не раз будем вспоминать вашу доброту, понимание и, главное, особенную поддержку. Вы сделали класс настоящей семьей. Вы вложили в нас частичку своей души. Поздравляем вас с праздником последнего звонка. Я думаю, что выпуск 2023 останется и в ваших, и в наших сердцах на долгие годы. Спасибо. Приглашаем на сцену кандидатов родителей, учитель истории и обществознания, класс руководитель 11 А класса Алексеев Петр Григорьевич. Учитель географии, классный руководитель 11 Б класса, Солдатова Анисия Викторовна. Класс руководитель 11 Б класса Бадрова Марина Петровна. Учитель химии, классный руководитель 11 Г класса, Зорина Татьяна Викторовна. Учитель английского языка, классный руководитель 11 Д класса Расторгуев Варлам Алексеевич. Спасибо вам. Выпускники школы номер 31 говорят слова благодарности всем учителям, присутствующим в зале. И дарят памятные подарки. Добрый день, уважаемые коллеги, родители и, конечно же, выпускники. Мы, ваши классные руководители, в этот долгожданный, ожидаемый всеми нами день, хотим к вам обратиться словами наших замечательных, великих русских педагогов. Константин Дмитриевич Ушинский сказал замечательную фразу: «Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток, но еще больше недостаток – не иметь собственных мыслей». А собственные мысли, ребята, вытекают из самостоятельно приобретаемых знаний. Поэтому, дорогие наши выпускники, мы, классные руководители, надеемся, что научили вас самостоятельно добывать знания, самостоятельно их использовать. Распознать, выявить, раскрыть, заявить в каждом ученике его неповторимо индивидуальный талант, значит поднять личность на высокий уровень человеческого достоинства, сухомлинства. Ни один наставник должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду, и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета. Константин Дмитриевич Ушинский. Присоединяюсь к поздравлениям. Хотелось бы выразиться словами Василия Александровича Сухомлинского,
Каждое мгновение той работы, которая называется обучение и воспитание, это создание будущего. Это взгляд в будущее. Ребята, вы как представители нашего будущего имеете свой взгляд и всегда стремитесь вперед. Еще раз поздравляю вас. Присоединяюсь ко всем словам, ребята. Мы вас отправляем сегодня в большой жизненный путь. Желаем вам всего самого наилучшего. Главное, сдачи ЕГЭ. Мы вас очень сильно любим. Благодарю классных руководителей Алексеев Федор Григорьевич, Солдатова Анисия Викторовна, Батрова Марина Петровна, Зорина Татьяна Ивановна, Раздавуев Варлам Алексеевич. Вас поздравляет коллектив 11-го филологического класса. Самый победный белый Спасибо за то, что всегда верили в нас и помогали нам. За заботу, стимул, знания, которые давали нам. За ваше безграничное терпение. За то, что учили нас стремиться к победе и достигать поставленных целей. За вашу мудрость и поддержку. Ваши знания и уроки мы усвоили на всю жизнь. Мы научились быть смелее, активнее и любознательнее. И от наших 25 благодарных сердец желаем вам, дорогие наши учителя, энергии, сил, здоровья и воодушевления. И это практически мы школьный музей на память.
бурными аплодисментами. Самый первый и самый главный наставник, навигатор на пути становления ребенка – это, конечно же, родители. Родители являются образцами, на которые ребенок ориентируется ежедневно. Ребенок и родители формируют прочную эмоциональную связь. И эти 11 лет ваши родители переживали вместе с вами ваши взлеты и падения. А главное, вы чувствуете всегда их поддержку. Поздравить выпускников спешат наши дорогие родители. Слово Разыковой Юлии Абдрашидовне. От имени родителей хочу поздравить выпускников, учителей. Поздравляем вас с праздником, наши взрослые дети, красивые, гордые выпускники. Вот и окончен 11 класс. Вы уже совсем взрослые. 11 лет упорной учебы теперь позади. И вы можете смело двигаться вперед к высшим знаниям. Мы рады за ваши успехи и достижения. А еще также безумно волнуемся и переживаем за все те испытания, которые ждут вас впереди. Желаем вам с легкостью, достоинством и честью справиться с этими испытаниями. Желаем одержать победу над собственным волнением, сомнениями и неуверенностью. Удачно сдать предстоящие экзамены и поступить на доверенное учебное заведение. Сделать серьезный шаг во взрослую сознательную жизнь. Дорогие наши выпускники, желаем вам, чтобы этот последний звонок стал для вас началом новой жизни, который приведет вас обязательно к успеху и исполнению вашей мечты в жизни. Мы хотим, родители, сказать, что мы радуемся не только вашим успехам, но и всегда поддержим трудную минуту, всегда будем вашей опорой. Этот год для нас был плодотворным и насыщенным для всех. В этот день особое внимание хочется уделить тем людям, которые каждый день старались сделать этот мир лучше. Дать нашим детям не только ваши миры знания, но и положительные эмоции, добрые советы. От имени родителей хотим выразить вам, дорогие наши учителя, огромную благодарность за ваше незнание наших детей и за их мечты и стремления, за вашу поддержку в трудные минуты, за то, что стали не только наставником нашим детям, но и надежным другом. Ваш труд очень бесценен, и мы хотим пожелать вам огромного энтузиазма, неиссякаемых сил, крепкого здоровья, способных учеников, интересных идей и в деятельности, и в жизни. Оставайтесь мудрыми и добрыми наставниками для детей. Верьте в себя и меняйте этот мир только к лучшему. Желаем вам отличных каникул и ярких летних дней. Примите подарок, пожалуйста, нашим музыкальным поздравлениям. Вот последний звонок, прозвенит тогда, учебный закончится, навсегда. Поем, пойдем гулять до зари, выпускник отцать, ваш последний звонок, прозвенит для нас. Помним, как привели в школу вас первый класс, для вас прозвенел звонок первый раз, и вот самый первый.
прощальный звонок, извините, герой, простите за все. Поступите, будем память о вас, родители любят, вы родными нам стали, учителя. Последний звонок, извините, раз, родиться пройдет, свидание, школа, любить один, этим было смешно. Последний звонок прозвенит никогда, этот учебный закончится, что всегда. Поет музыку, поет, гуляет до зари, выпускник 23, выпускник 23. Уважаемые родители, бурные аплодисменты! Вот и пришла пора прощания. Звучит напутственно звонок. Мы скажем, школа, до свидания. Всему свой час, всему свой срок. Мы не торопимся проститься, и в 100 крат теперь милей нам станут образы и лица родных своих учителей. Но час пришел, мы это знаем. И в этот свой особый час вас благодарно приглашаем на школьный бал, на школьный вальс. Приглашаем выпускников на общий вальс.
школьников, победитель 7-й Всероссийской научной конференции, учащихся имени Лобачевского, Кириллиной Дарье. Выпускнику 11 Б-класса, активисту детского общественного объединения «Алые паруса», вожатый педагогического отряда «Штурманы детства», неоднократному победителю, призеру Всероссийской олимпиады школьников, победителю регионального этапа «Лучшая команда российского движения школьников», призеру республиканского конкурса «Медиашкола АЯ» Фоменко Николаю. Выпускница 11 Б-класса, призера региональной и всероссийского уровня научно-практической конференции «Высший пилотаж» Константиновой Кире. Выпускнику 11 Б-класса, призеру муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, призер Олимпиады Северо-Восточного федерального университета по медицине Винокурову Николаю. Выпускница 11 Б-класса, активиста детского общественного объединения детского «Алые паруса», вожатый педагогического отряда «Штурманы детства», многократный победитель и призер Всероссийского конкурса юных инспекторов движения Васильевой Саине. Выпускнику 11 Б-класса, активист детского общественного объединения «Алые паруса», вожатый педагогического отряда «Штурманы детства», победитель регионального этапа «Лучшая команда российского движения школьников» Никулину Антону. Выпускница 11 Б-класса, победительница конкурса «Мисс Выпуск 2023» Рожиной Айсене. Победителю конкурса «Мистер Выпуск 2023» Кириллину Станиславу.
свершений, интересных событий. Но всегда помните, откуда вы родом, где раскрылись ваши таланты, где встретили вы умных и добрых людей, верных друзей. Это наша родная 31-я школа. На этом наш праздник завершен. В добрый путь! Ну а сейчас